Энергетика – главная составляющая отрасль Абхазии, без стабильного функционирования которой невозможно развитие и всей страны. Протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи по всей республике составляет более 5500 километров. Во всех районах республики функционируют отделения РУП и филиалы, которые на местах занимаются обслуживанием высоковольтных линий электропередачи и ремонтно-строительными работами. Филиалы энергосбыта отвечают за сбор платежей. Всего около 1200 энергетиков трудятся в организации. Очень большая организация, очень большое имущество, колоссальное количество различного вида техники, оборудования, линий. На территории Абхазии находится 42 подстанции от 35 киловольт и выше. Это очень достаточно такая, считается, насыщенная энергосистема. Несмотря на небольшие территориальные наши возможности, мы достаточно насыщены в плане подстанционного хозяйства. И трансформаторные подстанции – это вот как раз то, что наши жители обычно видят, небольшие трансформаторы силовые. В ведении РУП Черноморэнерго порядка 1600 их. Основная часть доходов, более 50%, поступает от реализации электроэнергии. Доходы от выполненных работ составляют 33%. И только 12% Черноморэнерго получает из бюджета. За год республика потребила более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 219 тысяч киловатт-часов поступило из России. Что касается собираемости за потребленную электроэнергию, то по сравнению с предыдущим годом по населению она снизилась. Правда, по юридическим лицам возросла, хотя последние потребляют всего 23% энергии. Задолженность потребителей в 2017 году составляет почти 282 миллиона рублей. Помимо неуплаты за потребленную электроэнергию, люди скрывают количество потребляемых мощностей. В советские времена были нормативы по потреблению каждого домовладения. Речь шла о том, что каждое домовладение может потреблять порядка 2,5 киловатт. Сегодня каждое домовладение потребляет самый минимум 7-8 киловатт до 20 киловатт. А теперь вопрос. Все линии, построенные в советские времена, рассчитаны с учетом, что каждое домовладение будет потреблять 2,5 киловатта. Естественно, эти линии не выдерживают. Но для того, чтобы правильно и грамотно строить, выбирать сечение проводов, проводников и так далее, для того, чтобы довести надежное энергоснабжение в каждый дом, нам нужно понимать, какое потребление у каждого абонента. А если абонент не заявляется и не говорит о том, сколько он потребляет, или сколько и какая мощность ему нужна, мы этого сделать не можем. Аслан Басария рассказал о работе, осуществляемой в рамках российской инвестпрограммы. Мощность подстанции 110 киловольт Гагра-1 до начала реконструкции составляла всего 20 мегаватт. Работы здесь близятся к завершению. Теперь мощность подстанции 50 мегаватт. Инвестпрограммой на 2017-2019 годы также предусмотрены расходы на организацию автоматизированной системы диспетчерского управления. В ближайшем будущем в режиме реального времени станет возможно наблюдать за тем, что происходит на всех подстанциях страны и быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в рамках инвестпрограммы в конце 2017 года Черноморэнерго получила новую спецтехнику. В этом году будет завезена еще одна партия спецмашин. В общей сложности из инвестпрограммы на развитие отрасли выделено порядка 240 миллионов рублей. В рамках 2018 года мы должны приобрести мини-погрузчик GCB, манипулятор и еще один УАЗ-фермер. Надеемся на то, что сейчас откроется финансирование, и мы получим этот транспорт тоже. Энергетика – жизненно важная артерия Абхазии, которая сегодня находится не в лучшем состоянии. Об этом говорится много и часто, но ситуация особо не меняется. Чтобы вывести отрасль из кризиса, необходимы огромные в масштабах нашей страны финансовые средства. Порой, чтобы получить высококачественный продукт, люди платят большие деньги. Такой подход должен касаться и сферы энергетики. Если хотим иметь в каждом доме качественный свет, то и граждане страны должны научиться за него платить. Подытожил свою пресс-конференцию Аслан Басария.